Премьера. Да, Марат. Живет девчонка в нашем городке, ее знают все, ее любят все. Она так красива, она так умна, и знает себе цену, вот такие дела. И ты, девчонка, погоди, постой, давай познакомимся с тобой. Ну скажи, где ты живешь, а может вечерком посидим вдвоем. Тарибу тап 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 тап. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмисес. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях популярный татарский дуэт Артур и Марат. Встречаем! Салям, Дусларым, 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 дус ишелерим. Эх, дусларым, дусларым, ла дусларым, дус ишелерим. Siz duslардан ayrılsam, yalğız başım nişelerimin. Hey, siz duslардан ayrılsam, Yalğız başım nişelerimin. Ой, Егитлер, так рад вас видеть. 100 лет не были у нас на кухне, как халля. Спасибо, что пригласил. Аллаха шикр, все хорошо. Мы приходим сюда как на праздник. К тебе в гости, это же... Ну, ребят, я всегда помню, что когда вы были на этой кухне, всегда было вкусно, понимаешь? Поэтому Аллаха шикр, что вы добрались. И на самом деле вся страна уже знает, что у вас вышел новый диск. Я думал, что вы мне его подарите. Но не совсем новый, вот он. но он не совсем новый, конечно. Но... Руслан, это тебе... Даже подписали любимому Там ведущему Руслану Шарафуддинову после съемок «Отдашь». Спасибо, ребят, за подарок. Бигзур Ахмед. С каким рецептом пришли, тем более вы уже что-то начали готовить. Да, мы пішіреміз бүгін қызыл аш, һәм жейілген тауық, нешік бұл ауылда аша жейілген тауық, орысша? Қыздырған тауық. Қыздырған, табада қыздырамыз тауықны енді бүгін. То есть два рецепта будет. Козыл аш и қыздырған тауық. Главный, Марат, если на кухне это уже все. 100%. Нужно просто смотреть. И выполнять его команду. Да, вот и все. Итак, начинаем готовить два блюда. Козыл аш и қыздырған тауық. Артур Мингазов, певец-композитор, заслуженный артист Республики Татарстан, директор Дома культуры поселка Вознесение. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств. Марат Галимов, певец, заслуженный артист Республики Татарстан. Обучался в Казанской государственной консерватории. Музыкальный дуэт Артур и Марат образован в 2014 году, а в 2015 вышел первый альбом дуэта. Готовится к выходу и новый альбом. Дуэт является лауреатом национальной музыкальной премии «Болгар Радиоса». А в апреле этого года дуэт был удостоен премии татарского музыкального телеканала ТМТВ. Руслан, мы отварили говяжий бульон. Он вскипел. Как вскипел, надо положить туда лаврушки, черный перец. Так, пожалуйста, лаврушку, черный перец. Так, закидываем лаврушки туда. И, ребят, надо будет нашинковать капусту соломкой. Так, отлично. Для супа. Да, морковку тоже с соломкой. И лук можно полукольцами. Можно и соломкой. Если сможешь, соломкой лук, пожалуйста. Ну все, я... Так, кабестан Да. тебе? Нам капусту вот. Мне нужно будет отрежка, черешку вот эту. Вот так Да, вот? да. Кушать будешь, то есть, Нет, пока мы мне работаем? кажется, можно я вот так вот сделаю. Чтобы у бульона был цвет красивый, мы их отправляем на сковородку поджариваться. Без масла? Запекаться, да. И лук тоже. То же самое. То есть сначала обжарим, потом только в суп? Да, вот бульон. Я долго искал, как правильно готовить бульон. И наконец-то повара раскрыли тайну. Они, оказывается, чтобы бульон был золотистого красивого цвета, запекают овощи, в данном случае морковь и лук. Да, прям запеченные, чтобы была черная корочка. А не легче в духовку отправить, И отправляют в бульон. Чтобы работа быстрее продвигалась, мне нужна будет доска, я вам помогу. Сейчас. Что будешь делать? Я буду соломкой нарезать Свеклу. Да, принципиально у меня козылашка все нарезать соломкой. Вот. Для красоты. Для красоты. Марат, а я правильно все делаю, да? Марат. Все, ты хорошо все делаешь, Артур. Артур, скажи, пожалуйста, вот Марат, он всегда такой деловой на кухне? Всегда. Профессионал или всегда. готовился к программе? Всегда такой, главное, он с душой все это делает. То есть можно сказать, что он не только прекрасный певец, но и замечательный повар. Совершенно правильно. Ну, насчет прекрасного певца я бы, конечно... Извини, так я про Артура громко не хотел говорил. сказать. Про Артура хотел сказать, да. Рахмет, Руслан, рахмет.
Слушайте, ребят, вот видите, так я уже немножко интригую. Вообще, вы бывает, что вы ссоритесь? Ты говоришь, ты петь не умеешь или надоел ты уже. Столько лет вместе, реально, я сколько вас вижу, всегда вдвоем. Не было конфликта, бывает? Расскажите, у нас программа же «Открываем секреты». Марат, Не, давай ну первый. у нас всякая в жизни бывает. Конфликт он. Таких конфликтов крупных не было, но Рабочий когда момент. возникают спорные моменты, там вот надо вот так спеть, Артур вот так спеть. Но Это же жизнь. Аллаха шукр, Я мы хочу сделать находим... по-своему. он Заметьте, они даже не по-своему. слушают друг друга, Да, просто... да, перебивай. Ага. А Поэтому после уже переходим. к общему ответ получен. знаменателю, да. А вот мы сейчас работаем над одной песней, она на русском языке, а потом, может, даже перейдем на татарский, споем. Мы же уж Пенсионеры. да, 90-х годов, Пенсионеры. Ага. и решили вот Популярные пенсионеры, это хорошо. взять тему тех годов, Мгм. даже какой-то словарный такой жаргон применить тех годов. Песня называется «Живет девчонка в нашем городке». Рок-н-ролльчик такой. Да, Артур, Рок-н-ролльчик. вот там у нас некоторые моменты такие были. Спорные с есть, да? Артуром, да, спорные моменты Нет, эту есть. песню-то можно уже послушать сейчас? Эту песню... Хотя бы кусочек. Премьера. Да, Марат, Живет девчонка в нашем городке, ее знают все, ее любят все. Она так красива, она так умна, и знает себе цену, вот такие дела. Она носит мини, одевается ништяк, а про фигуру тут уж и не стоит писать. Пройдя по улицам, все смотрят вслед. Ах, какое счастье познакомиться с ней. Ты, девчонка, погоди, постой, давай познакомимся с тобой. Ну скажи, где ты живешь? А может вечерком посидим вдвоем? Тарибу тап 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 тап. Вот он, что есть, Артур, он остановиться не может. А ты вовремя Да, остановил. Артур, спасибо. дай, пожалуйста. Мне сейчас нужна будет сковородка, чтобы положить свеклу. Так, пока сейчас, она секундочку. что- Маслица. Пожалуйста, вот такая сковородочка подойдет? Да, конечно. Ребят, расскажите, что еще происходит в вашем творческом дуэте? Вот новая песня. Вообще, когда будет еще один новый альбом, кстати? У нас, я думаю, альбом будет готов уже, Алла Берса. В марте уже мы выпустим новый На альбом. следующий год. Да, мы решили каждый год 7 марта проводить концерты. Чтобы радовать наших любимых женщин. Да, в преддверии 8 марта. Самое главное в этом диске будут разноплановые песни, то есть это разножанровые, я бы сказал. То есть там будет и лирика, там и будет эстрадный, там и рок-н-ролл будет, там То же и есть будет дискотека, романтика. поп-джаз, поп-фольк, то есть интересно будет это все. Все, поджарили овощи и отправляем в бульончик. Да-да-да. Они такого цвета получились, Артур, Ну, посмотри. я вижу очень. Нет, сейчас бульон какой красивый будет. Вот минут через То есть 15. все это даст цвет потом, да? Это будет, да, свет. Марат, капуста готова. Да, вот. Морковь готова. Что Да. дальше мы еще должны порезать? Шеф, говори. Да, говори. Да мне вообще приятно работать с вами, ребят. Сейчас нам надо закинуть сюда Морковку. лук, морковочку. И она потихонечку там будет себе пассероваться. Luk пока не надо добавлять. Лук тоже можно добавить. Так, Ты сейчас нарежь, и как раз и вот этот лук еще тоже. надо тоже добавить. нарезать, да? Да-да-да. Темный ислер, дорогие друзья, уже Ароматы уже пошли всё, наших ароматы блюд. пошли, да, по всей кухне. Пожалуйста, шеф. Пусть будет приятно ушам. Да-да-да. Пусть будет Ой, все шикарно. Ну, ты видишь, да, сразу улыбка у него на лице, то есть, когда шеф сказал. Томатной пасты не... Томатную Так, пасту. томатную пасту Да. добавляем туда. Не, добавляю вот сюда к свекле. К свекле. Да, 2 ложки чайные. да. Для чего это? Это для, чтобы был цвет красивый и чтобы появилась кислинка. Слушай, он на все вопросы отвечает, Артур. Подготовился. Просто Талант, ты хочешь сказать? Талант. Он то же самое говорил про тебя, кстати. И чтобы Марат, они а мне что? Так, нужно? Помидоры а, что-то нужно резать? Да, нет? помидоры надо снять кожицу с помидор. Ага. Но чтобы с них снять кожицу, надо Нужен их кипяточек. Да, в кипяток. Есть у меня кипяточек. Надо вот помидор сделать вот такие надрезы. Артур, еще один я помидор возьми. Я Сюда. покажу зрителям. Делаем вот такой надрез. Ставим. Прям куракма, Артур, прям полностью. Да, и так глубоко не надо. Так. Вот. Главное кожицу. Ага. И потом заливаем И кипятком. заливаем воду кипятком. Моносамом, Да, да? да, да. Да, и да. помидоры Полностью превращаются в огурцы, смотри. Все очень просто. Да у вас волшебная кухня просто. Волшебная кухня. Я шеф-повар сегодня же, да? Конечно, Приятно шеф-повар. иметь с профессионалом. Мы сейчас будем же готовить еще второе блюдо, как бы курицу, да? Я на нее вообще смотрю уже по Да, программе. ее надо будет разрезать. Так, это я Артуру доверяю.
Так. Все хорошо. Разрезать, замариновать. Пока суп будет готовиться, курица у нас будет мариноваться. В чем маринуем ее? Надо сначала у курочки отрезать. Это у нас у татаров принято отрезать кончики крыльев и угощать гостей. Да? и угощать Руслана. Да. Гостей. Все, вот это курица. полностью Всё, ушла всё, так Да, Да, ушла наполовину. Не-не-не. Разрезать ее полностью не надо. Надо только ее вот, да. раскрыть. Сейчас нужна будет пленка, молоточек отбить. Так, И сейчас еще, всё приготовил. Руслан, я забыл одну важную вещь. В свеклу надо еще будет добавить есть ложка. Обязательно сахар. Сахар? Сахар? Сахар Для обязательно. чего? Потому что суп мы будем подкислять, чтобы свекла не потеряла свой цвет. И чтобы суп не был кислым, мы прям вот не жалея Ты тоже ничего не понял, да? добавляем, Но зрители поняли. добавляем сахар. Прям не жалеем сахар. Переворачиваем. Закрываем пленочкой. Вот так вот, да? Да. Эта пленка для чего нужна? Сейчас мы будем отбивать, чтобы брызги мяса. Шеширя мясо. Да, и вот желательно еще вот так. Сейчас, чтобы отсюда не вылетало. Все, сейчас сделаем. Но у меня задание есть, ребят, вам тоже дам задание. Да. Для наших зрителей, может, еще одну песню исполнить? Давай, Артур, начинай. Бір күрдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бары назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда, син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бары назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда, син гөлиркәм. Прекрасные голоса. Смотри, а бульон какой цвет принял? Смотри, видишь, да? Подожди, я сейчас Красота! мечтал татарскую девушку пригласить на танец, а ты про Да? бульон. Ну все, Да. возвращаемся. Так, молоток мы взяли. Сейчас надо будет не все мясо отбивать, а отбивать именно вот места, где суставы. Слушай, он еще и врач. Да, где суставы. Для чего? Чтобы когда мы поджаривали на... Бей сильней. Ага. Она должна стать плоской. Все Она понял. должна быть ровной. Так, ну а сейчас я добью курицу, и после небольшой паузы мы продолжим готовить вместе с замечательным дуэтом Артуром и Маратом. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях замечательный татарский дуэт Артур и Марат. Сразу два человека сегодня готовят у нас на кухне, и они готовят сразу два блюда. Первое — это козыл-аш. Что у нас уже в этом сделано? Говяжий бульон здесь у нас? Говяжий бульон. Положили туда запеченные овощи. Смотри, какой красивый цвет у бульона. Так. Готовим свеклу. Здесь пассируются у нас овощи, Так, морковка, лук. здесь мы отбили курицу для второго блюда. Да-да-да, сейчас мы ее будем мариновать, и нам надо вот сейчас нарезать красиво Помидорки, Да. которые мы очистили от кожуры. Да, и мы потом их положим вот, или можно положить сюда, поджарить, или можно положить в суп. Менә бу уртасын алып ташлыйбыз, да, Марат? Артур, сейчас надо Серединку лимончик, убираем? да, лимончик приготовь. Так, ну давай я лимончиком я сделаю. Что Да, нужно надо сделать? накатить, чтобы хорошо выходил сок, да. Сок лимона потребуется, чтобы замариновать Да-да-да. курочку нашу. Ребят, ну сейчас пока выжимаю лимончик, расскажите, как проходит гастрольная деятельность. Выезжаете ли вообще из Казани? Ну, настолько далеко не можем уехать, так как ты уже сам знаешь, я все-таки работаю в муниципальном бюджетном учреждении, Доме культуры, Не выездной. директором, да. А так ближайшие районы после рабочего дня, почему на час, если дорога представить всего лишь 100 километров, не съездить бы в деревню. И тем более в деревнях мы давным-давно не были. То есть сейчас вы гастролируете по деревням По Татарстана? деревням, да. В каждой деревне нас с таким теплом встречают, да. Вчера вот мы были в Арском районе, там стол накрыли, как будто приехали такие большие люди. Ондағы үш пышмакларын тәмлекләре. Да, вот и сейчас надо курицу перевернуть. Да. Было очень вкусно. Да, но мы сейчас ездим, вот на прошлой неделе мы ездили в Атнинском районе, в деревнях. Также мы будем в Апас районда, в Телящей районда, в Кухма районда. Поближе к народу. Сейчас Так, надо, Ближе к всё? народу, да. сейчас надо посолить, надо полить маслом. Сейчас. Маслом растительным. Перевернуть, то же самое сделать, посолить. Так, курицу мы пока откладываем. Да, курица Пусть у нас маринуется. маринуется. Да, у нас сейчас уже бульон готов. Вот важно, бульон не солить, когда готовится мясо, а бульон надо солить, когда уже готовится суп. Вот сейчас у нас
Так, тарелочка есть, да? Так, Вот эти овощи, они сейчас отдали все вкусы в суп. все свои витамины, Да, цвет. поэтому их надо Убрать. Так, овощи мы все достали, ну и сейчас мы процедим бульон Да. и продолжим. Тем временем мы процедили бульон, открой, пожалуйста, его, порезали мясо и все добавляем туда. Да. В том числе, что у нас, какие еще ингредиенты? Не брызгай. Так. Осторожно. Опа. Так, теперь мы закидываем туда капусту. Капустку. Да. Тоже все. Сейчас ложи, я сейчас буду смотреть. Да, ложи, все. Знаю, вот сейчас, в данный момент, надо посолить бульон. Да, ложим соль. По ходу мы будем проверять. Главное, не пересолить в нашем деле. Так, дальше что еще? Для нашего супа мы сейчас нарежем картошку соломкой. Одну? Желательно не крупно, одна хватит. Да. Надо будет нашинковать зелень и туда помельче, Артур. И туда надо будет, ну, я думаю, дольки 3 чеснока нам хватит. Закидываем пассировку. Пассировку к бульончику. Да. Так, лук готов, перец готов, помидор мы так и оставим целиком, да? Да, две Хватит. помидорины хорошо. Сейчас мы берем грибы. Я думаю, целиком они у нас спит. Ну давай пополам сделаем, чтобы Давай приготовилось. пополам. Ребят, ну у меня следующий вопрос. Вот сейчас вы ездите по деревням Татарстана. Так. А летом где были? В этом году мы побывали в Чехии, в Венгрии, выступали перед нашими татарами, земляками. Очень тепло, как прошел. Недели 2 назад мы слетали в Туркменистан. А в Туркменистане тепло. А там плюс 25, плюс 30. Это было шикарно просто. Какие песни любят вот в Туркменистане конкретно? Ну, большинство любит татарские народные песни. Прежде чем мариновать, вот надо вот с луком сделать вот такие манипуляции. Махинации. Проколоть зубочисткой для чего? Чтобы они вот не распались. Сейчас нам сюда надо будет чеснок положить, зубчика 3-4 и растительное масло, и все. Перемешать ложкой, чтобы вот эти... Так, не солим, не перчим мы? Солим, перчим обязательно. Обязательно. Давайте я сам посолю, а то вам... Так, давай. Соли можно побольше. Да. Так. Перчик вот у нас. Перчик, Перемешиваем. Да. Чеснок готов. Перец ты добавил, да, туда? Так, я все это перемешаю. Ты, кстати, можешь уже про курочку, да? Да, у нас все готово. Я сейчас сюда тоже положу масло. Сливочное масло. Прям вот шмот не жалеем. Ага. Вот так вот даже. Да. Серьезный подход. Так, овощи мы будем отправлять уже? Нет, овощи пока должны Пусть замариноваться маринуются, чуть-чуть. Да? Минут 10 им надо пропитаться. Сейчас момент такой, интересный момент. Сейчас мы закидываем. Самый важный? Да, именно кожицей вниз. Ага. Накидываем На всякий кожицей случай мы вниз. отойдем с тобой, Артур? Да. Ох ты. И вот эту курицу надо сейчас... Мы заранее приготовили. Вот. Вот Прижать. вам и секреты татарской кухни. Да. Подождем немного. Овощи. Овощи надо сейчас отправить в духовку. Так. Так, открывай, Артур. Сейчас мы все это отправим. Опять в духовочку. Так, овощи, гриль у нас запекается. Так. Суп практически готов. Я стал добавить только Да, свеклу. сейчас мы ждем буквально готовности картошки. Это минут Самое 5. интересное, понимаешь, что же у Да. нас с курицей? Сейчас нам надо проверить курицу. Но он сам справляется, даже без нас. Опять же надо положить... Руслан, помоги, пожалуйста. Опять, да? Да, накрыть. Ух ты. Вот это процесс сегодня приготовления блюд. Просто очень интересный. И у нас сейчас финальные действия приготовления обоих блюд. Так, открываем крышечку и пол-лимона, да? Да, надо бы выдавить лимон, чтобы у нас свекла не стала, ну как сказать, бурой, чтобы у нас бульон был красного цвета. Сейчас осталась самая финальная часть. Вот надо положить зелень. Зелень. Выключаем плиту. Полностью выключаем. Полностью выключаем плиту. Закидываем и оставляем. Накрываем крышкой. Накрываем крышкой, и она само доходит до нужных температур. Так долго и интересно я не готовил суп давно уже. Теперь у нас подошла очередь курицы. Помогите, пожалуйста. Еще, да? Ага. Так. Так, берем соус. Мне нужна будет кисточка. Специально вот у нас есть уже кисточка, кисточка конечно. нашла, Из чего сделали соус? Расскажи нам для курицы. да? Там растительное масло, черный перец, красный острый перец, Паприка. паприка и вода. Промазываем, да, сейчас?
Надо еще оставить на другую сторону сюда положи. Пожалуйста, вот сюда. Ага. Так, мы сейчас переворачиваем курочку, чтобы она немножечко схватилась. Так, сейчас мы смазываем еще эту сторону, да? Оставшую часть, да, вот желательно вот белое мясо здесь. И с обеих сторон это прожариваем, да? Да. Итак, все это мы сейчас быстренько сделаем и наконец-то будем пробовать и первое блюдо, и блюдо номер 2. Алла Бесна. Мясо отварили в несоленой воде. В процессе варки добавили в бульон лавровый лист, перец и запеченные на сковороде овощи, лук и морковь. Когда мясо сварилось, овощи вынули, а бульон процедили. Морковь нарезали соломкой, лук полукольцами и обжарили на растительном масле. На другой сковороде обжарили нарезанную соломкой свеклу. Добавили в нее томатную пасту и сахар. Помидоры почистили от кожицы и нарезали. Капусту нашинковали, картофель нарезали брусочками. А зелень и чеснок мелко порубили. Бульон довели до кипения, посолили, убавили огонь и далее готовили на медленном огне. Добавили в суп все ингредиенты – капусту, картофель, морковь, помидоры и свеклу. Каждый новый ингредиент закладывали после того, как закипит бульон. Подкислили лимонным соком. А в завершении выключили огонь, добавили зелень с чесноком, накрыли крышкой и дали немного настояться. Кыздырган таук – жареная курица. Курицу разрезали вдоль по грудке, распластали и отбили, предварительно накрыв пищевой пленкой. Посолили, поперчили с двух сторон, полили лимонным соком и оставили немного помариноваться. Далее обжарили курицу, придавив грузом на смеси растительного и сливочного масла на хорошо разогретой сковороде. Обмазали курицу с двух сторон соусом из измельченного чеснока, паприки и черного перца и затем довели до готовности. На гарнир в духовке запекли любые овощи, к примеру, лук, болгарский перец, кабачки и помидоры. Дорогие наши телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также подписывайтесь на наш канал на YouTube. Артур, Марат, наступил долгожданный момент, когда у нас все готово. И суп великолепный, козулаш. С него мы начнем пробовать. Оштан башлıyoruz. Да, у нас тут сметаночка есть, все это мешаем. Бисмилля рахман рахим, я буду первый. Как? Подожди. Удачно? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Слово «удачно» — это слишком маленький комплимент для такого вкусного супа. Очень ароматно. Мне очень жаль, что нет вот сейчас рядом профессиональных поваров-женщин, которым можно сказать, что мужчины тоже умеют готовить очень ароматный и вкусный суп. Молодец. Ну, Артур, это наша тоже заслуга, радуйся. Әйтәләр бит теге. Телне йоттым дип менә шушы инде. Это 100%. Молодец, Марат. Пальчики оближешь, можно еще добавить. Есть у нас овощи гриль на тарелочке. Курочка. Кто какое место, ребят, кому что нравится. Внимание, блюдо номер 2. Египет. Сегодня на нашей сцене кухонной были не только два заслуженных артиста Республики Татарстан, но и два замечательных профессионала кулинарии. Егитлер, браво! Лук просто божественный. Артур, ну согласен, что получилось? Шикарно. Егитлер, на этом наше кулинарное приключение сегодня подходит к концу. Было очень профессионально, очень вкусно, Бигзур Рахмет. Ну и я всегда вас рад видеть. Блещут звезды золотые, Ярче звезд, очей твоих краса. И все вместе подпеваем. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Это программа «Секреты татарской кухни». Увидимся совсем скоро. Бигзур Рахмет, ребят. Браво! Браво! Давайте приступаем к еде.